Привет, это Крым Реалии. Меня зовут Сергей Макрушин. Мы с вами встречаемся каждый вторник здесь на YouTube-канале Крым Реалии в 15 часов по Киеву, чтобы поговорить о важных темах в Крыму и вокруг Крыма. Сегодня мы говорим о списке Гафарова-Ширинга. В этот список, составленный украинскими правозащитниками, вошли граждане Украины, которых правозащитники считают политзаключенными и которые в российских тюрьмах не получают медицинской помощи. В этом списке 21 имя. Назван он именами политзаключенных Джемиля Гафарова и Константина Ширинга, которые уже погибли в учреждениях российской пенитенциарной системы без адекватной медицинской помощи и, как считают правозащитники, в нечеловеческих условиях содержания. Подавляющее большинство в списке Гафарова-Ширинга – крымчане. Этот список был обнародован 14 августа на пресс-конференции в Киеве. Подробнее о нем поговорим с Викторией Нестеренко, менеджером проектов Центра прав человека «Змина». Виктория, добрый день. Доброго дня. Давайте поговорим подробнее о том, почему важно говорить об этих людях в той ситуации, в которой они оказались, почему был составлен этот список, потому что вот эти кейсы, да, о них отдельно говорится, да, почему возникла необходимость вот их вместе объединить. Ну, загалом, так як з початку цього року в Росії померли 2 наших українських політв'язні, на жаль, це сталося, і це такі кричущі випадки ненадання медичної допомоги у російських та кримських в'язницях, колоніях, де перебувають наразі українські політв'язні. Тому, власне, ми про це говоримо, щоб такі випадки вони більше не повторювалися. Ми провели дослідження з партнерами нашої правозахисної організації «Зміна» і дослідили інформацію про політв'язнів. Ми склали список із 45 політв'язнів, які взагалі під час перебування у місцях несвободи зіштовхувалися з тим, що їм не надають медичну допомогу. Ненадання медичної допомоги, що це мається на увазі, це коли політв'язні вони звертаються до тих, хто працює в в'язницях, в СІЗО із запитами на надання медичної допомоги. Ці запити не приймають, не обробляють, також відмовляють надавати якісь ліки. Цих ліків просто немає, або також забороняють передавати ліки родичами. Тому в списку взагалі є 45 людей, але ми виокремили з цього списка 21 політв'язня. Це саме такі люди, які знаходяться в критичному стані і яким ось зараз негайно потрібно надати медичну допомогу. Об одном из таких кейсов хотел поговорить с вами подробнее. Крымскую журналистскую правозащитницу Ирину Данилович, которую правозащитники также считают политзаключенной, этапировали к месту отбывания наказания в женскую исправительную колонию номер 7 Зеленокумская, это Ставропольский край России. Об этом после продолжительных поисков смог узнать ее отец Бронислав Данилович. И, как он сообщил корреспондентам Крым Реалии, у Ирины забрали все лекарства, которые необходимы для купирования воспаления слуха, которым она страдает в заключении уже более полугода, а в медицинской части колонии, по словам отца Ирины, ей отказали в необходимой помощи. Он утверждает, что врач колонии Лидия Морозова в ответ на обращение об усилении боли заявила, что боль сама пройдет, когда Данилович окончательно оглохнет. Публичных комментариев самой Морозовой на данный момент нет. Близкие Данилович готовят заявление в российские правоохранительные органы, а также обращаются к представителям международного сообщества добавить этого врача в санкционный список лиц, которые причастны к издевательствам над Ириной Данилович. Вот давайте поговорим о необходимости правовой квалификации действий и ответственности тех, кто не предоставляет медицинскую помощь заключенным, и насколько здесь может оказаться широким круг причастных лиц. Взагалі, так як Ірина Данилович, вона була ув'язнена у Криму, і так як Крим, він є окупованою територією, незаконно окупованою територією. І, відповідно, Росія є учасником міжнародного збройного конфлікту, і коли в пенітенціарних закладах цивільним особам не надають медичну допомогу, це прирівнюється до катувань. І, відповідно, можна вважати, що Росія таким чином вона порушує правила міжнародного гуманітарного права. Тобто це
включаючи заборону катувань та нелюдського поводження. Це статті 32, 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Тому, в принципі, саме цим можна апелювати до міжнародної спільноти, що Росія таким чином вона порушує міжнародне гуманітарне право. А вот те работники медчастей российских колоний и тюрем, которые могут быть вовлечены в эту историю, что им нужно понимать в этой связи? Что следует за выполнением? Возможно, они распоряжения такие получают от вышестоящего начальства, может быть, это их личная инициатива. Вот что может последовать за такими действиями для них? Ну, тут не зрозуміло, чи це їхня особиста ініціатива, чи це розпорядження зверху, тому що ми бачимо по дослідженню, що взагалі в Криму окупованому та в Росії це така системна проблема, те, що кримських політв'язнів їм систематично не надають медичну допомогу і просто вбивають наших громадян у в'язницях. Тому тут зрозуміло, що це поширена проблема. Так і в Криму, і в Росії. Чи усвідомлюють ці люди те, що вони вчиняють такі дії? Тут ми не можемо відповісти на це питання. І ми готуємо зараз санкційний список проти тих людей, які безпосередньо відносяться до ненадання медичної допомоги. Тобто це можуть бути судді, це можуть бути працівники ФСБ, прокурори і також самі працівники колоній. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Виктория Нестеренко, менеджер проектов Центра прав человека «Змина». Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы сегодня о списке Гафарова-Ширинга. Это список, в котором 21 имя. Это те люди, граждане Украины, которых правозащитники считают политзаключенными, которые находятся в российских тюрьмах и колониях, и которым не оказывается должная медицинская помощь. В продолжение эфира предлагаем послушать комментарий Мирослава Мариновича. Это советский диссидент, украинский правозащитник, один из основателей украинской хельсинской группы. Мы спросили его о том, была ли, по его наблюдениям, воспоминаниям у советского режима практика оставления политзаключенных без медицинской помощи и насколько это похоже на современные российские практики. Вот что он рассказал. Да, это было обычное явление. Причем сознательное. Приезжали врачи, обещали какую-то помощь, потом, например, вырывали зуб или ставили временную пломбу, обещали приехать через день-два и не приезжали. И люди выходили из положения как могли. Но это мелкие случаи. Фактически я был последним, кто видел в жизни Алексу Тихого, украинского политзаключенного, которому не оказывали медицинскую помощь длительное время, а после голодовок у него сильно, сказать, появились большие проблемы со здоровьем. Но это тоже было такое сознательное наказание за голодовки, за участие в разных акциях протеста. Помнится мне также такой, знаете, удивительные случаи, связанные с нашим врачом, доктором Петровым. Они не прямо отвечают на ваш вопрос, но дают представление о моральном облике этого врача. Например, когда один наш побратим, политзаключенный, пришел к нему с жалобой на очень сильный пародонтоз, он сказал ему: вам нужно клубничку кушать, вам нужно подумать о том, чтобы выйти на свободу, раскаяться и покушать клубничку. В другом случае
когда мы были в ШИЗО, в штрафном изоляторе длительное время, и это было зимой, и очень холодно было в камере. Просто стены были все в, как это сказать по-русски, лед был на стенах. И доктор Петров пришел по нашей жалобе, посмотрел на это и сказал: нет, ничего, можно сидеть. Вот примерно так. Оказывали врачи медицинскую помощь только в том случае, если была санкция со стороны лагерной администрации. Сегодня в российских местах лишения свободы действуют по старым учебникам. Единственное, что, на мой взгляд, изменилось, это увеличился уровень беспредела. То есть в советское время все-таки был контроль со стороны там, партии, КГБ или кого-то еще. То есть каких-то принципов, своих принципов они придерживались. Сейчас на местах, мне кажется, имеет полный карт-бланш делать так, как хочется определенному карателю. И мы видим, какие ужасные, какие просто невероятные зверства имеют место. Напомню, что это был комментарий Мирослава Мариновича, советского диссидента, украинского правозащитника, о том, была ли в практике советской репрессивной системы, был ли такой инструмент, как непредоставление медицинской помощи, и как в этом плане на него похожа современная Россия. Продолжим этот разговор с Мустафой Джемилевым, лидером крымско-татарского народа, который также преследовался советским режимом. Мустафа, добрый день. Добрый день. Вот Мирослав Маринович говорит, что нынешняя репрессивная система в России, она работает по сталинским учебникам, но может быть еще более жесткой, как он сказал, уровень беспредела может быть выше, чем в советской, в том числе и в том, что касается оказания медицинской помощи. Вот сталкивались ли вы с этим явлением, когда вас преследовал советский режим, и согласны ли вы с такой оценкой? Я думаю, Мирослав прав, потому что я тоже поддерживаю контакты с всеми нашими соотечественниками, которые сидят в нынешних российских тюрьмах, в оккупированном Крыму, в Ростове, в других местах. Там сейчас, насколько я понимаю, уровень беспредела значительно выше. Но у нас сейчас двое погибли, там умерли соотечественников, потому что им не оказывали соответственно медицинскую помощь. Что касается в советское время, там во всех тюрьмах, лагерях были медицинские учреждения, которые обязаны были смотреть и оказывать медицинскую помощь. Но в целом для советской власти, ну и как и для нынешней российской администрации, характерно вот это пренебрежение к человеческой жизни. Иногда не только лечат, но, вот, скажем, преднамеренно создают условия, чтобы человек заболел. Ну вот, скажем, когда человека несколько раз помещают по 15 суток в изолятор, то ясно, что он обязательно выйдет оттуда с туберкулезом. Во-первых, там питание через день очень слабое, одну пайку там, горячую воду, и явно, что, конечно, заболеет. И еще что самое интересное. Ну вот когда, скажем, сажали в изолятор, тебя осматривают, у тебя, если там, скажем, свитер, сними свитер, то есть сделает все для того, чтобы человеку было холодно и чтобы он там заболел. Ну, так оно и случалось. Но старались, конечно, чтобы там то, что он останется калекой, инвалидом, это не беспокоило, но все-таки, чтобы человек не умирал. У них там, видимо, какие-то отчеты есть у них, чтобы смертность была небольшая, они за этим следили. Ну а то, что люди оттуда выходили с подорванным здоровьем,
Это да, так оно и было. Ну, вот интересный еще такой вот феномен есть. Скажем, об этом как-то писал и в «Архипелаг ГУЛАГе» и Солженицын. У человека в местах лишения свободы как-то организм мобилизуется от сознания того, что тебя тут никто не спасет, что рассчитывать на медицину в тюремных условиях не приходится. Ну, я вам такой пример скажу. Скажем, вот на Колыме у нас идут в баню, раздевают догола, в предбаннике где-то 15 минут ждешь, пока там впустят эту баню. Холод страшный, потому что вещи сдали на прожарку. После бани выходишь мокрый, еще ждешь 15-20 минут, пока тебе из окошка выбросят твои шмотки. И опять холод. Но вот сознание того, что вот ты, вот если сейчас заболеешь, тебя никто не спасет, как-то вот мобилизует организм. А потом выходишь на свободу, просто одеяло слетело с тебя, и ты простудился. А в условиях лагерных мобилизуется как-то организм. И это как-то спасает людей. Мустафа, да, успею вам задать еще один вопрос. Вот говорила перед вами представительница правозащитного центра «Змина» о том, что у правозащитников 45 таких человек в списках, которые нуждаются в медицинской помощи, им ее не оказывают. Они выбрали вот 21 имя. Это те люди, у которых ситуация критическая. И практически все они крымчане. Что это за отношение? Это такое отношение Кремля к тем, кто не согласен с ним в Крыму? И если есть такое отношение, то можно ли этим людям вот как-то помочь? У нас буквально 3 минуты. Ну, вряд ли можно как-то помочь, но единственное, что можно делать, об этом широко говорить мировой общественности. Но вот Мирослав как-то говорил, он в советское время как-то еще считались, ну, в определенной мере с мировым общественным мнением. И советские органы очень боялись, чтобы информация за пределы не выходила. А сейчас у них потеряно все. Уже вроде бы там все они не рукопожатные, поэтому делают все, что хотят. Но тем не менее, говорить об этом, конечно, во весь мир обязательно надо. Какое-то особое отношение у Кремля или администрации этих учреждений именно к крымчанам, политзаключенным, вы отмечаете? Тут я бы сказал об особом отношении к крымским татарам. Ну вот мы сейчас, скажем, занимаемся обменом, и российские власти аккуратно вычеркивают все имена крымских татар. Ну, очень хотят они, чтобы они оставались в их местах лишения свободы. А почему у вас там 21 человек, я не знаю. Там у нас, ну, например, по нашим спискам сейчас 117 крымско-татарских политзаключенных, и подавляющее большинство нуждается в медицинской помощи. Вот Нариман Джилялов, там рассказывали про ужасающие пытки. Ну, скажем, 16 часов заставляют на ногах стоять, холод в изоляторе, ну, словом, измывается. Единственная задача, чтобы сломить человека, и чтобы он там раскаялся, сказал, что вот дальше будет служить оккупантам. Такого, поскольку не происходит, давление, издевательства усиливаются. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Говорили мы о списке украинских правозащитников, которая насчитывает в себя его короткая версия, как мы понимаем, 21 имя. Этот список назван именами Ширинга и Гафарова. Это крымские политзаключенные, которые уже погибли в российских учреждениях пенитенциарной системы без должной медицинской помощи, как считают правозащитники, в нечеловеческих условиях. В этом списке 21 имя, их гораздо больше, как говорят правозащитники, как говорил только что в нашем эфире Мустафа Джемилев. Если вам есть что добавить к информации, которая звучала сегодня в нашем эфире, вы можете писать в комментариях под этой трансляцией на нашем канале YouTube. Подпишитесь на него, если вы до сих пор этого не сделали. За событиями в Крыму следите на сайте Крым Реалии, добавьте его в избранное. Также подпишитесь на наши социальные сети, Instagram, Facebook, Telegram, а также следите за нами в TikTok. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.